Ну и принято решение об отставке правительства. Главная новость дня. Кто назначен исполняющим обязанности премьера и когда сформируют новый состав Кабмина? Все, что происходило в блокадном Ленинграде, навсегда останется в сердцах огромного количества людей, проживающих на территории нашей страны. И цену хлеба, если хлеба нету, и цену жизни, если смерть близка. 76 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Он начинает показывать чудеса героической храбрости. Это потом они напишут газетные колонки, а фотографы будут специально приезжать для того, чтобы запечатлеть храброго ингуша, о котором так много говорят. Акция «Лица Победы. Бессмертие их удел». И современники станут частью этой летописи. Сегодня расскажем о Саварбеке Плиеве. Власти Ингушетии намерены построить в регионе 6 крупных животноводческих комплексов. Пока Арба не перевернулась, спектакль по пьесе грузинского режиссера готовят к сдаче. Здравствуйте, это новости 24. В Пятигорске представили нового полномочного представителя президента России в СКФО. Процесс передачи полномочий прошел при участии замруководителя администрации президента РФ Владимира Островенко, Александра Мотовникова, занимавшего данный пост на протяжении 1,5 лет, вновь вступившего в должность Юрия Чайки, ну а также глав субъектов Северокавказского федерального округа и правоохранительного блока. Представляя нового полпреда, Островенко охарактеризовал его как человека компетентного и волевого, с большим опытом ответственной государственной службы. Он добавил, что СКФО был и остается важнейшим геополитическим регионом России. Юрий Чайка озвучил приоритеты в своей дальнейшей работе, обозначив основные проблемы округа, над которыми необходимо слаженно и поступательно работать. Это безработица, коррупция, трудности в жилищной сфере и другие. Работа полпредства будет полностью переформатирована. Чайка посетит каждый регион, чтобы максимально погрузиться в повестку и определить, какие меры от него требуются. Реализация нацпроектов будет взята под жесткий контроль. Система станет абсолютно прозрачной на базе современных электронных платформ. Юрий Яковлевич – человек компетентный, волевой, с большим опытом ответственной государственной службы. На постах министра юстиции и генерального прокурора России он многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Уверен, что он быстро и успешно войдет в курс предстоящей работы. Северокавказский федеральный округ был и остается важнейшим геополитическим регионом России. Отмечу, что за последние годы в округе стало более спокойно и стабильно. Социально-экономические преобразования положительно сказались на жизни людей. Во многом это результат реализации целого ряда федеральных и региональных целевых программ, в том числе таких масштабных, как ФЦП «Юг России». Вместе с тем, несмотря на очевидные положительные сдвиги, ситуация в Северокавказском федеральном округе улучшается медленно. Темпы и уровень развития экономики и социальной сферы здесь по-прежнему меньше, чем среднероссийские. В этой связи важно последовательно выполнять поставленные президентом России задачи по долгосрочному социально-экономическому развитию территории округа. Особое внимание уделить реализации планов, обозначенных в приоритетных нацпроектах майских указов. В недавнем послании Федеральному собранию глава государства выдвинул ряд новых важных инициатив в сфере демографии, поддержки семей с детьми, здравоохранения, образования. Уверен, что все без исключения регионы Северокавказского федерального округа активно подключатся к этой большой и ответственной работе, которая нацелена на повышение благосостояния граждан. Отмечу, что цели государственной политики на Северном Кавказе остаются неизменными. Это полномасштабная реализация национальных проектов, повышение качества жизни людей, создание новых рабочих мест, приток инвестиций. За десятилетнюю историю Северокавказского федерального округа, в том числе и за последнее время, усилиями полномочного представителя президента, вашими усилиями,
Многое было сделано для улучшения социально-экономической обстановки. И тем не менее, нам предстоит еще очень серьезно поработать для того, чтобы качественно изменить жизнь людей на Северном Кавказе. Сегодня в округе целый пласт проблем, которые блокируют его полноценное развитие. Официальный уровень безработицы на Северном Кавказе более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель. Остаются существенными цифры задолженности по заработной плате. Наряду с этим на территории Северного Кавказа сложилась довольно сложная ситуация в жилищной сфере. Особую обеспокоенность вызывает картина преступности в округе. Сохраняется тренд на рост числа преступлений. Не уходит с повестки дня округа задача по противодействию терроризму и экстремизму. При этом надо отметить, что в рамках этой работы есть существенные позитивные результаты. Число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем на 40%, что свидетельствует об эффективности работы правоохранительных органов, которую, безусловно, необходимо продолжать. Очевидно, что состояние преступности в Северном Кавказе коррелирует с социально-экономическими проблемами округа. В целях решения в рамках национальных проектов до субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, доведено 73 миллиарда рублей, исполнение по которым по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 46,5 миллиардов, то есть 63%. Этот показатель, конечно же, нужно повышать. Сегодня указом главы региона Махмуда Али Калиматова правительство республики было отправлено в отставку. Временное исполнение обязанностей председателя возложено на Владимира Сластенина, назначенного ранее первым вице-премьером правительства Ингушетии. Свои обязанности продолжают выполнять члены существующего Кабмина до формирования нового состава. Мною принято решение об отставке правительства. Во главе с Суриковым Константином Юрьевичем правительство за продолжительный период добилось неплохих результатов. Его деятельность приобрела черты организованности, планомерности. Я искренне говорю, я благодарен Константину Юрьевичу. У нас есть инвестиционные вопросы в части инвестиций в республику. Он у нас будет советником главы. Мною подписан указ о назначении исполняющим обязанности председателя правительства Сластенина Владимира Владимировича. В настоящее время исполняет обязанности заместителя председателя. Я лично знаю более 30 лет Владимира Владимировича. Человек прошел большой путь, опыт большой. И последняя его должность была первый заместитель по финансам мэра города. Самара – это 1 200 000–300 000 человек. Знает он эти направления, такие ключевые вопросы. Все, что мы наметили, мы должны это осуществить. Тот опыт, который есть у Владимира Владимировича, он его применит и в Республике Ингушетия. Большие надежды. Руководствуйтесь Конституцией России и Республики, федеральными и местными республиканскими законами и должностным регламентом. Мы по-другому ничего не сделаем. В части имущества нашего, экономика наша, вы должны к этому относиться серьезно. Чтобы у нас было единое, чтобы согласие было. Потому что мы работаем для людей. И я с вас требую только одно. Я вас прошу просто, чей мети глориеш, Бог би. Глава Республики Ингушетия ставит перед правительством амбициозные задачи по выводу экономики республики на более высокий качественный уровень. Мы вместе с вами, с парламентом, приняли бюджет республики, и это социально ориентированный бюджет. Из 30 миллиардов 50% это средства, направленные на социальные нужды населения. Образование, детские и дошкольные учреждения, медицина, пенсионеры, ветераны, спорт, культура. Оживление экономики необходимо производить путем запуска ранее построенных предприятий, выполнения национальных проектов, повышения инвестиционной привлекательности Республики Ингушетия. Необходимо сделать все, чтобы инвесторы не боялись идти в республику, не боялись вкладывать свои денежные средства, а отсюда и создание новых рабочих мест, повышение собираемости налогов, финансовая дисциплина, снижение безработицы и в конечном счете рост благосостояния населения республики. Все начатые проекты нам необходимо довести до конца. Новый руководитель Кабмина Владимир Сластенин, выпускник Куйбышевского политехнического института, имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях.
Занимал должность руководителя Департамента финансов Самарской администрации, а также первого заместителя главы Самары. «76 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Это самая продолжительная и страшная осада за всю историю человечества. Почти 900 дней самоотверженности вопреки нечеловеческому быту. Фронт и тыл – все воедино. В таких условиях голодными и холодными жителями было сдано 144 тонны крови на нужды фронта. Сотни тысяч советских солдат воевали до последнего патрона. Десятки из них были нашими земляками. Все эти сведения хранятся в Музее краеведения как назидание потомкам. Микаил Тангиев о тех, кто выстоял, сражался и победил. Мучительные 872 дня голода, холода и обстрелов. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной осадой в истории человечества. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. За годы ленинградской блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Изнуренные голодом ленинградцы, тем не менее, продолжали трудиться, учиться и помогать солдатам. А в это время советские войска не прекращали попыток прорвать окружение, боролись за Ленинград и ингуши. В музее имени Тугана-Мальцагова героям Ленинградского фронта посвящен большой стенд с фотографиями. Один из защитников города, капитан гвардии Руслан Гудантов, кадровый офицер. Он сражался на фронте с самых первых дней войны. В 1943 году на его могиле написали «Погиб смертью героя». Во время всей этой блокады эта земля снабжалась, эти люди снабжались продовольствием, армия боеприпасами, и оттуда по этой дороге вывозили раненых и больных, вывозили детей на большую землю. И вот там танкист, командир роты танкистов Гудантов погиб, защищая эту землю, создавая этот плацдарм. Среди сотен фотографий героев есть один портрет, у которого останавливается почти каждый посетитель. Хрупкая женщина, ставшая примером для потомков на многие годы. Кандидат медицинских наук, микробиолог Асият Тутаева. Она, и как и ее сестра, участвовали в Великой Отечественной войне. И вот именно когда враг приближался к Ленинграду, к ее любимому городу, в котором во втором медицинском институте она преподавала и вела научную работу, ее сердце не выдержала. Ей казалось, что на фронте она нужнее, чем в вузе, и Асият ушла на войну. Несколько лет прослужила в военно-полевом госпитале, всего полгода не дожила до победы. В октябре 1944 года ее казнили в немецком плену. Сегодня в честь отважной горянки называют медицинские вузы и улицы, и помнят о ней не только в Ингушетии. Сражался за город на Неве и первый летчик Ингушетии, сын известного ученого-этнографа Чаха Ахриева, Рашидбек Ахриев. Воевал в составе северо-западной авиагруппы. Отряд Ахриева выполнял полеты по маршруту Ленинград-Москва, доставляя в блокадный город боеприпасы, продовольствие и медикаменты. В честь него и других героев защиты Ленинграда установлен обелиск в городе Героя. И среди, значит, имен этих защитников есть имя Рашидбека. Его имя также среди имен первых летчиков, которых отметили на обелиске в сквере при въезде в Внуково, аэропорт в Москве. Вот. И, значит, с 1994 года он официально объявлен первым летчиком независимого государства Таджикистан. Вот. И одна из горных вершин на Памире названа его именем. Защищали великий город на Неве и более 120 уроженцев из Ингушетии. Многие из них отдали за него свои жизни. В память о них на Пискаревском мемориальном кладбище открыта памятная плита воинам-ингушам. Микаил Тангиев, Новости 24. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Это символ стойкости, мужества и подвига простых людей. О трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной, напоминает акция памяти «Блокадный хлеб». В этом современном флешмобе участвуют Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Красноярск, практически все субъекты страны. О том, как прошло мероприятие в Ингушетии, расскажет Хава Гагиева. В этот
этот день, с 1944 года, была снята блокада города Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга. Время никогда не изгладит из памяти народов Великую Отечественную войну, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей страны. Именно поэтому было важно передать атмосферу тех тяжелых лет во время осаждения Ленинграда. На протяжении всего мероприятия звучали стихи, было показано видео, документальный фильм. Дети показывали мини-сценки, но больше всего детям запомнились куски хлеба, которые выдавались по талончикам. Это мероприятие – открытый урок для каждого. Здесь школьники не только рассказывают о жизни в кольце фашистской осады, но и показывают, как люди выживали долгие 872 дня, как видели смерть и, несмотря ни на что, не сдавались, даже когда устоять казалось невозможным. Взрослые удивлялись. Сколько у меня терпения. Все, что происходило в блокадном Ленинграде, навсегда останется в сердцах огромного количества людей, проживающих на территории нашей страны. Эта память должна передаваться из поколения в поколение. С тех пор прошло много лет, но до сих пор глубокой болью отзываются в сердцах проникновенные строки о трагических днях в истории нашей страны. Дети, плача хлеба просили, нет страшнее быть такой. Ленинградцы ворот не открыли и не вышли к стене городской. Без воды, без тепла, без света, день похож на черную ночь. Может, в мире и силы нету, чтобы все это превозмочь. Ребята также провели всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», где каждый прохожий мог получить те самые драматичные 125 грамм, ставшие мерой выживания истощенных голодом людей. Ученики, раздавая паёк, объясняли, этот крохотный кусочек хлеба часто становился единственной пищей для жителей осажденного города. Сегодня наша школа принимает участие в этой акции, и мы раздаем листовки, брошюры, где находятся базовые сведения о блокаде Ленинграда. И все мы знаем из рассказов те самые 125, раздаем 125 грамм хлеба. Этой акцией мы хотим напомнить людям о том, что нужно ценить то, что имеем. Нельзя забывать ни в коем случае прошлое. А сейчас у детей есть все пригодные и хорошие условия для жизни. Но ведь когда-то люди жили совсем по-другому. Больше всего меня расстроил видеоролик, где молодая пара находит кусок хлеба в стене и начинают вспоминать о тех рассказах, которые им рассказывали, как люди спрятали свои куски хлеба, чтобы выжить. 27 января 1944 года по советскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. На улицы и площади в тот день вышли десятки тысяч жителей города, для которых каждый день блокады был днем подвига, мужества и стойкости. Хава Гагиева, Майрбек Мержоев, Новости 24. Собрать мозаику из десятков миллионов фотографий всех тех, кто сражался за наше существование на полях Второй мировой и Великой Отечественной. Без границ и политики, без национальностей и споров. Именно такую цель преследуют организаторы социального проекта «Лица Победы». Он был инициирован в июне 2019-го и разошелся по всей стране. Один из тех, кто рвался в бой, Саварбек Плиев, наш соотечественник, не думал ни о наградах, ни о почестях. Его жизнь – один сплошной подвиг. Репортаж Ирины Цычуевой. Он с постели вставал и открывает шифонер, достает этот костюм. Я говорю, что ты хочешь с ним? Ну, этот костюм мой любимый. Не просто любимый парадный китель для Саварбека Плиева, он был особенно дорог. Каждая медаль, каждый орден ему достались огромной ценой. Вдова Саварбека Плиева Лейла вспоминает, что ветеран не любил рассказывать эпизоды войны, но безмерно гордился тем, что сумел увидеть победный май. Тяжело ему, наверное, был этот праздник, но все равно он шел на эти праздники, на эти парады. Всегда встречался с этими своими друзьями. Они рассказывали, там сидели. Он много не любил этот говорить.
Имя Саварбека Аплиева попало в проект «Лица Победа». Это крупнейший международный банк фотографий и личных историй людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эти люди, внесшие огромный вклад в победу страны над фашизмом. Судьба Саварбека Ларсаевича была непростой, но героической. Он, как и миллионы советских солдат, приближал великую победу. Саварбек Аплиев родился в 1919 году в простой крестьянской семье. С самого детства у него была тяга к знаниям. Он успешно закончил сельскую школу и поступил в железнодорожный техникум. Но планы резко поменялись, и он решает поступить в военное училище. После его окончания начинается Великая Отечественная война, куда и отправляется Саварбек. Там, на фронтах, он начинает показывать чудеса героической храбрости. Это потом о нем напишут газетные колонки, а фотографы будут специально приезжать для того, чтобы запечатлеть храброго ингуша, о котором так много говорят. Саварбек Аплиев принимал участие в первых боевых действиях на границе, в том числе и в Бресте. Согласно некоторым данным, он переведен в начальники одной из пограничных застав 17-го краснознаменного пограничного отряда. В сентябре 1941 года Саварбек Ларсаевич был назначен помощником начальника, в ноябре начальником отделения боевой подготовки НКВД по охране тыла 3-й армии Брянского фронта. Он одним из первых встретил фашистов. Это была граница, сам рубеж по реке Буг, где они столкнулись с огромными силами злобного, агрессивного врага. И целые сутки, несмотря на то, что рядом с ними были ребята-первогодки, которые только-только начали службу свою в армии, он продержался сутки на этом рубеже, и через его территорию немцы не прошли. За время войны Саварбек Аплиев был ранен 5 раз. Последний удар пришелся в голову. Великую победу в 1945 году он встретил, будучи командиром батальона. Саварбек Ларсаевич стал кавалером 2 орденов боевого Красного Знамени, 2 орденов Красной Звезды, а также ордена Отечественной войны 1-й степени. Многие награды ему достались благодаря участию в судьбоносных битвах. Он был участником одного из самых драматичных и самых тяжелых сражений, наверное, всей Второй мировой, не только Великой Отечественной войны, это битвы на Курско-Орловской дуге. В этом страшном, в этом сильнейшем сражении он был тоже участником, был представлен к званию Героя Советского Союза. Он был награжден, но ему заменили награду Героя Советского Союза на орден Красного Знамени. Этих орденов у него было и Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени, ордена, медали. У него было много, но звание Героя Советского Союза он не получил по определенным причинам. Саварбек Аплиев после освобождения Советского Союза освобождал Европу, укреплял восточные и западные границы. После ухода на пенсию Саварбек Ларсаевич работал в школе, обучал детей военному делу, принимал участие во всех патриотических мероприятиях. Он всегда уделял большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Армии им необходимо, чтобы стать людьми. Саварбека Аплиева не стало 7 лет назад. Вместе с женой они прожили 50 лет в счастливом браке. До последнего дня он оставался верен воинскому долгу, вспоминал боевых товарищей и гордился страной, которая, несмотря на трудности, встала на защиту своей земли. Именно таким и должно быть лицо победы, храбрым и мужественным. Лина Сычоева, Магомед Белакиев, Новости 24. К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье возводится главный храм Вооруженных сил России. Это памятное место, где судьбы героев Великой Отечественной будут увековечены. Ну а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти». Это крупнейший военно-исторический памятник. Сейчас ведется работа по переносу единой базы данных об участниках событий 40-х. В списках значатся и наши земляки. Все подробности у Зелимхана Калоева. Герои в каждой семье. У всех своя история, героическая, трагическая, порой даже драматическая. Истропил Султыгов, узнав о проекте «Дорога памяти», не раздумывая, начал искать все сведения о дяде, чтобы занести их в единую базу. Убятий Султыгов был призван на войну в 1941 году. Сейчас он в списке без вести пропавших. Как раз он приехал в финский Темтахан, он там отслужил, приехал. После этого его забрали сюда, и оттуда ответа нету. Его в Ростов забрали, говорят, что в Ростове он был, служил. Оттуда его перебросили в Сталинград. А потом мать написала, говорит, в 1941 году.
где мой сын, погиб он или жив. Ответа не было. Вот ее письмо бабушке. Фотографии на руках практически у каждого человека. Братья Макшарип и Рашид Умаровы от дяди информацию искали, не покладая рук. Абдурахман Умаров был призван комиссариатом Ингушетии. В поисках информации о пропавшем без вести бойце племянники потратили немало времени. Писал везде, находился в этом архиве Подольске. Потом в поисковых группах, жди меня передачи. И лечащий, когда он в госпитале лежал, лечащий врач я нашел. Через это девушки я нашел его. Все документы, которые были у нее, как он выписался оттуда, с госпиталя. И находясь в этом госпитале, в 1943 году, 18 апреля, он опять подает рапорт на дальнейшем службе. Среди наших всех братьев он вообще единственный отличался. По мужеству отличался. Ничего не боялся. У него вот отмороженные пальцы были. Вот эти пальцы у него там в госпитале удалили. Каждая из этих фотографий имеет свою ценность и большое значение для ингушского народа. Это люди, которые ценой своей жизни отстояли мир на земле. Поэтому память о них не должна кануть в лету. Дядя Салмана Накастхоева Багаудин ушел на фронт добровольцем. Он сумел пережить блокаду Ленинграда. Затем уже в 1946 году вернулся на родину. Он мало любил, конечно, о себе рассказывать. Вот неоднократно он был представлен званию Героя Советского Союза. У него 2 ордена славы. Был пулеметчиком. Вот, с первого дня войны служил пулеметчиком. На Пескаровском кладбище под номером 68 у него есть плита, установленная в Санкт-Петербурге. Проект «Дорога памяти» объединит десятки миллионов фотографий и данных фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда. Всех, кто своим трудом и ценой жизни приближал победу над врагом. В Ингушетии посредством родственников, музеев и архива удалось собрать данные свыше 12 тысяч участников Великой войны. С фотографиями, правда, пришлось посложнее. Их оказалось всего чуть больше 260. Ребята в то время нашей национальности принимали участие, насколько они были отважны, насколько они были и преданы. Они это все чувствуют, они это все знают, и поэтому, скорее всего, это все-таки побудило жителей прийти такой с гражданской позицией, потому что кроме них эти данные у нас никто не предоставит. Мы знаем, что многие военкоматы уже не существуют на данной территории. Поэтому нам очень сложно добыть кое-какую информацию. Мы, конечно, делаем запросы в архив Подольск, Министерство обороны, но настолько данные скудны, все это было утеряно. И вот по крупицам мы это все собираем. На сайте Минобороны запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда каждый, у кого в семейных архивах сохранились фото, вещи и документы участников войны, получит возможность загрузить данные о своих родственниках-фронтовиках. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными. Зайти в сайт «Дорога памяти». Вот туда заходите, нужно опубликовать закрепить фотографию. После этого вы там пишете историю, если есть звание, фамилия, имя, отчество, место рождения, дата рождения, дата призыва, каким военкоматом был призван, дата гибели или смерти, сведения о награждениях, каким муниципальным образованием, то есть военным комиссариатом было представлены сведения, и субъект, и фотографии тоже. Еще в конце прошлого года активисты военно-патриотического движения Юнармии совместно с поисковым отрядом Ингушетии провели масштабную работу по сбору сведений лиц, так или иначе участвовавших в Великой Отечественной войне. Родственникам павших в далекие 40-е раздавали листовки, куда можно занести всю необходимую информацию о войнах Великой Отечественной. Кстати, пункты приема документов и сведений о ветеранах развернуты в каждом административном центре муниципалитета. Активное участие и содействие в поисках принимает именно Ингушетия. Мы внесли в эту общую копилку фамилии 90 участников, защитников Брестской крепости.
Вы знаете, насколько знаково и символично для россиян, для советских людей, как раньше мы говорили, что такое Брестская крепость. И в те далекие времена, когда были преданы забвению имена участников, ингушей, защитников Брестской крепости, мы это озвучили. Проект призван объединить соотечественников идеей увековечения памяти всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России и приурочен к 75-летию Великой Победы. Поэтому жители Ингушетии должны принять активное участие в этом проекте. 1418 по периметру. Один шаг равен дню войны. 26 миллионов погибших. Мы помним эти цифры. Всего на фронт Великую Отечественную войну из Ингушетии ушли более 20 тысяч человек. Это только официальная статистика. Ветераны, кто еще живы, те, кто прошел войну, но не дожили. На дороге памяти они останутся навечно. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Светлана Томова. Новости 24. К другим темам. Власти Ингушетии намерены построить в регионе 6 крупных животноводческих комплексов. Создание предприятий позволит обеспечить регион почти на 100% собственной мясомолочной продукцией. Комплексы смогут производить и реализовывать мясо, молоко, сметану, творог по сравнительно низким ценам. Планируется, что предприятия появятся в Назрановском, Малгобекском и Сунжинском районах республики. С учетом наличия в регионе единственного мясомолочного комплекса промышленных масштабов Сагапшинский и открытием этих предприятий львиную долю рынка удастся покрыть собственной мясной и молочной продукцией. Точные сроки строительства объектов будут известны после того, как министерство определится с инвестором и заключит соответствующие контракты. Преемственность поколений, родной очаг – классическая проблема отцов и детей. Все это лежит в основе сюжета спектакля «Пока арба не перевернулась». В Ингушском государственном драматическом театре имени Идриса Базоркина проходят последние репетиции постановки грузинского драматурга Атары Иосилиани. Премьеру ждем 1 февраля, ну а пока Тамара Хашагульгова заглянула в закулисье. В основе сюжета история, разворачивающаяся в обычной грузинской семье. Агабо Баградзе и его жена Кисария доживают свой век в полном одиночестве. Дети давно выросли и уехали из родного дома, благополучно позабыв о нем. Чтобы вернуть их, отец семейства прибегает к хитрости. Он отправляет сыновьям телеграмму с известием о собственной кончине. Прием жесткий, но действенный. Агабо Баградзе – драматичный герой. Ему невыносимо расставание с детьми. Его роль досталась Беслану Халухоеву, который после долгого перерыва вновь радует зрителей своей игрой. Как признается сам актер, далась она ему нелегко, но Беслан попытался вложить в своего Агабо характер настоящего грузина, который любит родную землю и родной очаг, а еще и людей, которые также ревностно относятся к традициям и обычаям предков, как и он сам. Скорее всего, человек он очень добрый и хочет, чтобы на старости лет хотя бы один из сыновей остался с ним рядом, в его доме. И он строит всякие эти планы. Трагикомическая пьеса написана драматургом Отия Иосилиани еще в 20 веке. Однако проблемы, которые автор затрагивает, не теряют своей актуальности и по сей день, уверен Хусейн Дударов. Его герой Иовел – старший сын семьи Баградзе. Именно он подал дурной пример своим братьям, которому они охотно последовали. Я должен показать, что действительно это неправильно, что есть в натуре такие люди, но это неправильно, что надо уважать, любить своих родителей. И, соответственно, если мы не сможем доказать всему человечеству, что родители для нас самое святое, соответственно, такие постановки нам придется делать намного чаще. У меня там роль, мне очень что-то просто второстепенная, но для себя я там многое узнаю. Узнаю многое по этой пьесе, что где-то тоже есть у меня внутри поступки, которые я делаю неправильно. И
То есть, если я сам это понимаю, то зритель, у нас зритель очень грамотный, у нас зритель очень внимательный, и, соответственно, они это поймут. Спектакль «Пока арба не перевернулась» своего рода экзамен для ингушских актеров. Ведь постановщиком является грузинский режиссер, который на протяжении месяца помогал ингушским коллегам с постановкой. Актеры отработали каждую сцену по несколько десятков раз под его неукоснительным надзором. А сейчас они дорабатывают последние штрихи уже без него. Театральная Грузия нам подарила 2 специалистов. Мы обратились в Тбилиси с просьбой, ходатайствовали перед постановкой этого спектакля. Лучше всего пусть грузины поставят грузинскую пьесу, но с ингушскими актерами. И нам посчастливилось работать с замечательным грузинским режиссером Вахтангом Николаевым. И он к нам пригласил своего художника-сценографа Анана Далидзе. И вот эти 2 специалиста в течение 24 рабочих дней сделали, мне кажется, замечательную работу. Пьеса «Пока арба не перевернулась» ставилась на многих площадках не только в Грузии, но и в России. Но ингушский зритель увидит ее впервые. Преемственность поколений и вечный спор отцов и детей. Актеры уверены, она затронет каждого. Хорошая пьеса, прекрасная пьеса, нужная пьеса. И самое главное, поучительная. Родители и дети. Проведав отца и мать, сыновья вновь уезжают, пообещав навещать их. Верится в это с трудом, но пока жив старый Агабо, пока арба не перевернулась, он будет бороться за то, чтобы молодежь оставалась в родном краю, возделывала и любила землю, как их отцы и деды. Тамара Хашагульгова, Асхаб Билайкиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.